Сегодня ты известный ведущий, певец, актер стендапа. Но еще недавно Даниэла никто не знал. Чем ты занимался раньше? И расскажи немножко о своем творческом пути. Из всего списка, из которого ты назвал, певцом я, наверное, не являюсь. Одна песня записана, не дает права этого говорить. Но этот клип и люди запомнили, с тех пор называют некоторые меня певцом. Родился в Дагестане, учился в городе Махачкала, окончил биологический факультет Дагестанского государственного университета. Во время учебы были сложные времена, начало нулевых, я все время себя искал. Чем же я буду заниматься, кто я такой в этой жизни. Подрабатывал на стройке, но времена настали еще тяжелее. И уехал работать в город Сургут. Там, имея высшее образование, владея языком, я тоже подрабатывал на стройке. Большая компания нефтяная. Ну, ты работал преподавателем? Или Нет, же я не по специальности? Не по специальности. Я перешел на заочное обучение в университете и поехал работать в город Сургут. Большой город, куда все наши, все многие народы едут за большим длинным рублем. Я также поехал в надежде на что-то. Вначале очень плохо получалось, работу менял постоянно, денег не хватало. В одной квартире нас жило, например, 16 человек в двухкомнатной квартире. Вот такие были сложные времена. Потом случайно увидел объявление, что требуется в грузчик в магазин бытовой техники. Ну, думал, хоть в тепле поработаю. Пошел работать грузчиком. Посмотрел, как работают продавцы, понравилось, попросился. Через буквально 10 дней я перешел работать продавцом. Вначале очень плохо получалось, чтобы вы понимали. Меня поставили продавать стиральные машины, автоматы, а я тогда их видел впервые в жизни. То есть я не понимал, как вода оттуда не выливается. Но в первый же день я украл все инструкции со всех стиральных машин, отвез их домой, изучил, и через месяц я был лучшим продавцом в этом магазине. Поработав год, я почувствовал, что мне скучно становится. Смотрю, как руководит администратор, подхожу, говорю: Женя, можно я администратором? Они говорят: ну давай, сдашь экзамен, попробуешь. Попробовал, получилось. Перешел работать администратором, правда, предложили в другом городе, город Нижневартовск. То есть был выбор переехать в другой город. Это где-то в 4 часах езды от города Сургута, тот же Ханты-Мансийский автономный округ. Поехал в город Нижневартовск, администратор, через год директор магазина. Потом на севере мне показалось холодно, я переехал в город Астрахань, где я продолжил работать руководителем магазина бытовой техники. В общем, я этому отдал 10 лет, из них 8 лет руководил. И этим занимался до того момента, как уже перешел на действующую мою работу уже в качестве шоумена, в качестве ведущего. И сейчас занимаюсь разными абсолютно проектами. Ну, работа с 9 до 6, руководящая должность, хорошая зарплата. И вдруг ты взял, с головы на ноги все перевел и полностью поменял род своей деятельности. Вот как это произошло? Произошло это не спонтанно. Я думаю, в общем, тебе это знакомо, когда человек вырастает, он уже чувствует себя в тесноте и хочет куда-то вырваться. В 10 лет, я думаю, достиг очень многого работы в торговле, в руководящих должностях. И у моего дедушки, ветерана Великой Отечественной войны, была любимая песня. И я ее очень сильно хотел исполнить в городе, у нас в городе Ессентуки, на празднике 9 мая. Ты потом с Астрахани перебрался в Ессентуки? Да, Пятигорск, там еще Пятигорск был, и потом Ессентуки еще были. Я спел попросился спеть эту песню, я спел на площади, там много народу, мне понравилось. Я почувствовал, что я, наверное, хочу как-то работать с людьми, с большой массой. Ну, раз тебя попросили на площади, значит, до этого ты уже творчеством занимался. Нет, это было любительское творчество, я не скажу, мне голос никто не ставил, я не знаю нот, до сих пор не знаю. То есть я, наверное, есть какой-то слух, раз допустили до площади. И потом я начал часто уходить с работы. Я до сих пор благодарен моему последнему руководителю, это Мелехов Вячеслав Ильич, который сделал такой пенделеобразный жест. Он сказал: уходи. Он сказал: тебе тесно, тебе неинтересно торговля, уходи, тебе нужно что-то другое, тебе не нужен начальник. Он был прав, мы до сих пор с ним дружим, до сих пор часто сидим, пьем кофе, чай, встречаемся. И в этот момент я понял, что надо куда-то двигаться. Записал клип, познакомился, есть такой союз братьев Сатыровых, здесь творческие ребята, с ними записали клип на песню про мою любимую степь. Песня зашла на ютубе, то есть ее начали скачивать, начали смотреть. Песня официально даже я зарегистрировал. Это твой первый клип, первая песня на ногайском языке, которую ты в описании написал, что посвящена всем, кто на чужбине. Всем, кто на чужбине, да. Вот я бы хотел, чтобы ты рассказал более подробнее о том, почему ты посвятил ее всем, кто на чужбине, и о чем вообще песня.
Степь, Ашемес, для любого нагайца она является колыбелью. Даже если взять нагайцев, не живущих в степи, это вот канглинские нагайцы, кобан-нагайцы, это которые живут в Карачаево-Черкесии, они живут среди гор, но сама-то основа кочевого народа — это степь. Это степь, поэтому для меня, выросшего в степи, степь особенно дорога. Где бы я ни был, я скучаю по степи. Философски так рассуждают наши старики, что степняк должен видеть, как солнце поднимается и как солнце заходит. В городе ты этого не видишь, пропадает такая аутентичность, то есть не идет счет времени, поэтому степь для меня очень ценна. Я всегда скучал, и когда возник вопрос, какую песню записать, мы недолго думали. Моя сестра записала, двоюродная сестренка записала слова именно про степь на нагайском языке. Мы положили это на музыку, и вот так эта песня родилась. Для меня степь — это очень ценно. Я вырос в степи, я знаю степь в самых разных видах. Я там пас овец, я собирал сено. До сих пор запах полыни для меня является самым родным из всех существующих. Поэтому это секрет, наверное, того, что песню так полюбили, потому что она многим показалась своей песней. Они все ее почувствовали. Ну, я ее прослушал, хоть я и не понимаю нагайского языка, но она так вот достала мое сердце. Они влияли на геополитику Европы и Азии. Нагайская Орда – степное государство, образовавшееся после распада Золотой Орды. Основателем государства нагайцев считается Би-Эдыге. Именно он объединил разрозненные орды в 1391 году. Судьба нагайского народа сложилась трагически. Междоусобные войны привели государство к распаду уже в конце 15 века. Сегодня нагайцы оказались разбросаны по разным государствам. В России их численность составляет более 100 тысяч человек, только на Ставрополье – 22. Спустя 400 лет нагайцы не перестают искать пути объединения своего народа. Современные технологии позволяют ускорить этот процесс. Одним из тех, кто решает проблему объединения нагайцев в 21 веке, является и наш герой Даниял Иссакаев. Он создал первое нагайское народное телевидение. Народное телевидение на нагайском языке – весьма амбициозная задача. И такое ощущение, что ты на себе хочешь примерить роль такого современного Би-Эдыге. Тебя с ним никто не сравнивал? Честно сравнивали, но я такую на себя роль брать не хочу, потому что с ним сравнивать — это действительно великая задача. И я буду рад, если хотя бы немножечко, там, на какие-то доли к нему приближусь. Би-Эдыге сделал очень многое, но времена были разные. Если уж проводить такую параллель, Эдыге пользовался, наверное, больше такими факторами, как политика, как сила. Сейчас времена другие. Сегодня для создания телевидения существует огромное количество инструментов, и если все их изучить, то их можно собрать воедино, то есть в такой многозадачной сфере создать телевидение на таких платформах, о которых мы уже говорили. То есть это какие-то технические нововведения, это маркетинг, это менеджмент, это производство контента, это финансовая грамота в том числе. То есть мне приходится и приходилось все это изучать. Какие-то основы элементарные я должен знать про все. Но изучив все это, прочитав огромное количество книг, вот я, наверное, к этому и пришел, что сегодня это телевидение все-таки уже существует и работает. С какими сложностями приходится сталкиваться на этапе становления твоей платформы Даслар ТВ? Сложности, как и у многих, наверное, в первую очередь, это финансовые сложности. То есть, когда мы начинали, не было абсолютно денег, приходилось какие-то своими силами справляться. Несколько друзей моих мне помогли. Вторая сложность — абсолютно незнание продукта, чем ты хочешь заниматься. То есть я учитель биологии, на секундочку, да, и вот берет и занимается телевидением. Тем более он хочет это создать, тем более хочет руководить. Поэтому вначале было все-таки изучение всего продукта, опыт других компаний, опыт мировых брендов Netflix, HBO и так далее. До них нам далеко, но я думаю, какое-то их вот начало их пути мы сейчас, наверное, демонстрируем. Какие бы ни были сложности, мы с этими сложностями справляемся. Есть люди, которые помогают, кто советом, кто как-то материально. Поэтому вот, на сегодняшний день платформа уже существует. И сейчас основная сложность — это производство контента. Мы уже производим контент, и уже есть 4 авторских программы у нас. Кубанские нагайцы не понимают астраханских, диалекты разные. Как ты решаешь этот вопрос вот на своей платформе?
не совсем не понимают, например, украинский, русский язык, да, то есть условно можно понимать, общую суть можно улавливать, конечно, какие-то слова будут отличаться. Есть такая проблема, но наряду с тем, что это называю проблемой, у нас в народе говорят, что в разности диалектов наше богатство. То есть мы разные, в разных регионах живем, кто-то в степи, кто-то в горах. Сейчас решаем эту проблему известным способом, то есть у нас 70% вещания пока идет на русском языке. Это пока никому не мешает, тем более, к сожалению, есть много нагайцев, которые живут в городах, которые не знают нагайского языка. Очень сложно будет им понимать наши программы, если мы будем все вещать на нагайском, тем более нет такого единого языка сейчас для всех. Приходится меняться, приходится на русском, но в любом случае, в любой программе у нас существуют элементы нагайского языка, какие-то главные слова мы обязательно произносим на нагайском языке. Я бы хотел узнать твое мнение по поводу, ты сейчас сказал, какого-то единого языка. Вообще есть такая мысль о создании единого нагайского языка в нагайской среде? Она, конечно же, есть. Она, я думаю, была у многих наших литераторов, поэтов, которые начинали, которые пишут на нагайском языке. Некогда существовал единый нагайский литературный язык. Некогда он был даже мировым языком. К сожалению, после того, как Орда распалась, после такого-то разные страны появились, наши нагайцы переехали в другие страны, язык, конечно, стал разным. Есть такая цель, но это очень сложно сделать. Теперь это, наверное, будет возможно, потому что наконец-таки появилась площадка. То есть без площадки, естественно, невозможно. А если мы введем в моду язык, как я этого хочу сделать, то я думаю, это вполне осуществимо. Но с другой стороны, я хотел бы тоже опять-таки, чтобы ты поделился мнением, ведь ты сейчас сказал о том, что в разности диалектов и богатство языка. Как с этим быть? Диалект бытовой, он никуда не уйдет. Есть диалект в Канглы, он их, то есть они его ни за что не поменяют. Есть диалект в Нефтекумском районе, они тоже его не поменяют, потому что... То есть ты говоришь о литературном едином языке? Да. Я говорю о литературном, через который можно было бы читать книги и слушать какие-то программы, даже, например, официальные новости. Почему бы нет? Если будут понимать новости на нагайском языке, то это будет наше большое достижение, если мы к этому придем. Раз мы заговорили о языках, эта тема мне близка. Я сам родом из Карачаево-Черкесии, и мне очень сложно наблюдать, когда родители в школах отказываются от изучения своими детьми родных языков. Они говорят, что им хватит бытового языка. Ты как считаешь, все-таки хватает бытового языка, который в семье, или же необходимо, чтобы дети в школах учили как обязательный предмет свой родной? В связи с тем, что это является действительно большой глобальной проблемой, и которую я лично очень заинтересован решать, мы с ребятами решили, что это будет первоначально нашей задачей ввести в моду нагайский язык, поднять его престиж и начать обучение по современной методологии. Нам уже записали сценарий, доверились мы поэту, члену Союза писателей Российской Федерации Сальмет Ахматовна Майлябаева, село Карагас, Республика Дагестан. 12 передач записаны сценарий, и 3 из них, буквально я вчера приехал, мы это сняли. То есть современная методология по примеру других народов. Я очень надеюсь, что ребенок в том же устройстве, в котором он привык смотреть мультики или то, что родителям нравится, в том же смартфоне, где находится наше телевидение, ему будет это близко, и он там почувствует ту атмосферу, и мы оттуда хотим заставить ребенка, именно слово «заставить» подчеркну, изучить свой родной язык и полюбить его. Потому что без любви к языку, мне кажется, невозможно ничего сделать. Именно должна быть в первую очередь любовь. Ну и, как вы сказали, родители. Если они не будут заинтересованы, тоже ничего не получится. Поэтому я очень надеюсь, что взрослые, это мое поколение, чуть старше, дети, которых уже имеют такую проблему, меня услышат. Немного истории о месте, где мы берем интервью у Даниала. Здесь мы оказались не случайно. Это нагайское село Канглы. В свое время оно входило в одно из 5 приставств, образованных указом императора в 1830 году и подчинявшихся главному приставу кочующих народов Ставропольской губернии. Если перечислять названия, это Каранагайская, Ачикулак, Итишкульская, Джимбайлука-Эдисанская, Калауса-Джимбайлуковская, Туркменская и Калауса-Саблинская, Бештау-Кумская. Именно в состав этого приставства входил аул Канглы. По некоторым данным, это один из древнейших нагайских аулов,
находящихся на территории современного Ставропольского края. Местные нагайцы, в отличие от нагайцев, проживающих в других районах, занимались не только скотоводством, но и земледелием. Кстати, в этом ауле родился Фазиль Апасович Абдулджалилов, нагайский писатель, один из основоположников нагайской литературы. Село Канглы основано в 1492 году. В этом году мы будем праздновать 530 лет со дня основания нашего села. В селе живут 4,5 тысячи человек, коренные жители нагайцы. Канглы растянулась вдоль трассы Ростов-Баку. Занимаются жители в основном земледелием. Есть у нас 2 мечети, есть амбулатория, есть детский садик, дом культуры. Визитной карточкой нашего села является школа, признана одной из лучших школ. Есть профессора, есть кандидаты наук, есть летчики, истребители. Контент, в том числе и для Даслар ТВ, я думаю, что это серьезная проблема. Как ты ее решаешь? С этим были огромные сложности. После того, как мы создали площадку, мы поняли, что у нас нечего даже там демонстрировать. То есть, естественно, мы его не открывали. Мы пошли по примеру одного из музыкальных каналов кавказских, где присутствует только музыка. Начали собирать нагайские клипы. Их у нас оказалось 20 штук, и мы поняли, что мы дальше нам некуда идти. С 20 штуками клипов телевидение не создашь. Начали искать кассеты, начали искать старые какие-то диски, перезаписывать, монтировать, накладывать звук, в общем, работать. И на сегодняшний день мы собрали 450 музыкальных роликов и клипов. Я думаю, это большая фонотека, и людям очень приятно смотреть. Какие-то клипы мы даже из 80-х черно-белые нашли, какие-то современные, какие-то забытые уже на старых кассетах. А даже сами исполнители были в шоке, что их песни где-то есть. То есть они сейчас у нас просят: дайте, пожалуйста, нам наши песни. Потом мы поняли, что надо создавать контент. Первое, что пришло на ум, и мы начали ходить, спрашивать у редакторов разных телерадиокомпаний и Карачаево-Черкесии, Дагестана, Ставрополя, Чеченской Республики, Астраханской области, с тем, чтобы нам дали архивные съемки о нагайцах, которые они снимали в течение 20-30 лет, как существуют эти компании. Нам никто не отказал, там где не было архива, нам сказали брать из открытых источников. Мы сейчас ввели рубрику, называется «Авельгден Алиге» от прошлого к настоящему, где без закрытия логотипа демонстрируем их программы и где честно пишем, что это программы других телерадиокомпаний. Вот так и справляемся сегодняшними с этими реалиями. Какие направления планируешь развивать и что уже сегодня могут увидеть зрители на платформе Даслар ТВ? Большая часть нашего эфирного времени заполнена музыкой, потому что зрители музыку любят. То есть это не потому, что мы хотим ее демонстрировать, а зритель действительно просит разностороннюю музыку, и этническую, и современную, и все. Сегодня у нас появились ребята, хочу сказать им огромное спасибо, которые очень часто только на голом энтузиазме помогают нам снимать. Это операторы, это монтажеры, это световики, это специалисты по звуку. Мы сегодня имеем около 5-6 авторских программ. Первое — это Кишка Хабар, это интервью, как мы вот с вами сидим, только обычно я привык быть в вашей роли. У разных нагайских деятелей, разных сфер, с разных регионов. Мы объездили разные регионы. Есть программа «Асболсын», это про нагайскую и околонагайскую кухню, где всегда присутствует, естественно, мясо, то, что любят нагайские мучные изделия. Есть у нас тоже сегодня, сегодня у нас присутствует. Канглы угощают нагайским чаем и бәрі-меше. Я, кстати, попробую. Попробуйте. Так хорошо, вкусно. Есть программа «Ахлетах-шоу» для молодежи. Это развлекательный контент. То есть у нас задают там интересные вопросы, в том числе на нагайском. К примеру, там есть вопрос: назовите 7 внутренностей ягненка на нагайском языке. Если медленно, то это можно вспомнить. Но когда тебе дают 10 секунд и еще бьют током вот здесь, да, у нас такой прикол, это очень сложно. Получается смешно. Для молодежи вот эта программа очень сильно зашла, они ее полюбили. Но гайтиль, о котором я уже упоминал сегодня, это обучение нагайскому языку, одна из первостепенных задач. Просто мы к этому не могли подойти очень спонтанно, очень быстро, по-простому. Мы хорошо ее разработали и уже постепенно начинаем уже качественный контент в этом плане снимать. Нагайское караоке мы придумали, уже есть 5 роликов.
То есть можно посмотреть, и есть текст выходит, он двигается по тональности, по ритму, и можно спеть нагайское караоке. Есть также еще один развлекательный контент, который я пока не хочу выдавать. Все секреты, пусть это будет таким спойлером, пусть будет сегодня, они уже придут, посмотрят. И также я могу гордиться тем, что у нас есть еженедельные новости. Каждую неделю, в субботу-воскресенье, мы выпускаем 10-минутный ролик новостей. Это вы новости собираете со всех субъектов? Не только субъекты, мы собираем со всего мира. У нас из Турции, из Болгарии. Что происходит, наконец, мы в курсе. Как-то сделали такую ветвь, со всеми мы на связи. Уже нам люди начали сами скидывать, а вот здесь произошло что-то, а вот здесь у нас какой-то праздник, и мы уже как-то собираем контент. Не всегда получается выезжать. Сейчас у нас закадровый голос, девушка озвучивает все, что происходит на экране, там видео, фотоконтент, фотоматериалы. Ну, в дальнейшем, конечно же, есть цель, мечта, чтобы была своя студия, чтобы сидел ведущая и уже рассказывал живым голосом про то, что происходит на нагайском мире. Целей очень много. Я очень надеюсь, что благодаря тем ребятам, которые со мной работают, мы со всем этим справимся. Готовясь к интервью с тобой, я прочитал одну статью, где девочка описала весь твой жизненный путь, и что она гордится тобой, и что ты ее кумир. А кто твой кумир? Да, девочка написала, это для меня было очень неожиданно. Мама учит всегда скромности. Говоря про маму, конечно же, первый мой кумир — это моя мама. Она меня воспитала одна. У меня кумиров несколько. Почему я выбрал в первую очередь маму? Потому что мужество, простота и доброта — вот это, наверное, те качества, по которым, наверное, никто мою маму опередить не сможет. И я очень буду рад, если хотя бы на чуть-чуточку приближусь к ней. Она, в первую очередь, мой кумир. Также я прожил 10 лет, из них вот последние 3 года со своим дедушкой, ветеран Великой Отечественной войны, Ямпол Зарамбет Ямполович, кавалер ордена, который всегда учил честности, трудолюбию и справедливости. То есть у каждого человека я беру, наверное, что-то такое особенное. Ну, говоря о таких людях, о которых я не знаю, принято говорить кумиров каких-то артистов, да, я, наверное, выберу Юрия Владимировича Никулина. Я знаю все его фильмы, я знаю его биографию, я читал про него книги. Тоже человек войны, который ту боль передавал даже через юмор. Он мог передавать высокоинтеллектуальные, высокообразованные, ну и, конечно, чувство юмора, по которому я тоже хочу на него в данном случае равняться.